Какая же мы сильная страна? Какой мы сильный парламент, когда нарушается права граждан? У меня лично отобрали телефон, который 2 месяца держит следствие. Если у вас отобрали телефон после ситуации в Койташе, у Уктумеджи умер сын. У меня перед глазами стоят глаза полные слез мамы погибшего Усена Ниязбекова Уктумеджи Мамаевой. Несмотря на то, что на 2 депутатов высшего законодательного органа по санкции Генеральной прокуратуры суд вынес решение о домашнем аресте, у меня лично отобрали телефон, который 2 месяца держит следствие. Вчера Генеральная прокуратура требовала от суда, чтобы у Кадуранова не только запретить пользоваться и телефоном, но и интернетом. Это что же творится в нашем правовом государстве? Или это у нас уже царство, а не государство? Нельзя молчать, когда идет такое циничное попирание прав граждан и статуса депутата. Пока у меня есть мандат и право публичных выступлений, я сегодня напрямую обращаюсь к президенту страны. Уже давно не как к старому другу, однопартийцу, а именно как к президенту республики. Мы просим аудиенцию, примите нас и в глаза скажите, что происходит сегодня в стране. Если вы хотите консолидировать народ и развивать страну, надо руку держать на пульте управления, а не на рычагах давления. И у нас было право, согласно Конституции, проводить оппозиционные площадки, требовать к власти менять страну вместе. Мы это и делали. И если бы Атамбаев хотел бунта, он 7-го уже повел массу народа, которые требовали тогда идти на площадь к Белому дому, пусть президент объяснит этот военный штурм, требовали, не ходили по пятам. Но он этого не сделал. И 8 числа он никуда не вел народ, ни на какой бунт, ни на какое свержение. Он ждал цивилизованных переговоров. А то, что произошло, то, что спровоцировали народ, это уже будет и по вине власти, они тоже будут нести ответственность. Поэтому я сегодня обращаюсь к депутатам, к моим коллегам. Везде пишут и говорят, что сильный парламент, сильная страна. Какая же мы сильная страна? Какой мы сильный парламент, когда нарушаются права граждан? Я прошу вас, те, кто еще имеет какую-то честь, достоинство, я понимаю, что кому-то там Атамбаев насолил, кому-то что-то он сделал, хотя я не могу понять четкости. Но все эти обвинения, которые сегодня звучат в отношении Атамбаева, по ТЭЦ, по углю, по Койташу, который там участок, он неправильно, оказывается, незаконно. Все остальные законы приобрели, в том числе и в парке Дружба. А вот он один единственный. Но в любом случае, все эти обвинения, которые сегодня предъявили, это разве делалось не при вашем согласии? Это разве Турага тогда не был Асылбек Джинбеков? Тогда другом однопартийцем разве не был Сооронбай Джинбеков? Слушайте, тогда это нужно говорить о том, что это уже как соучастники, раз они разрешали, парламент разрешал все это, все молчали. Я не слышала тогда голос Сооронбая Шариповича в том числе, Асылбек Шариповича, чтобы они сказали: Атамбаев, ты неправильно делаешь. Ты зачем такую модернизацию там придумал и так далее? Или почему ты вот это вот лицензии таким образом раздаешь? Где? Я прочитала специально интернет в то время, такие выступления. Всегда поддерживали Атамбаева. И теперь все на него сливают. Нет, это тогда уже как соучастники идут. И не только один Атамбаев должен отвечать. Все эти обвинения... Сегодня наша коллега Ирина Юрьевна Карамушкина обратилась к депутатам. И я думаю, что на обращение Ирины Юрьевны хочу ответить, что, Ирина Юрьевна, кроме того, что я депутат, я еще мать. У меня перед глазами стоят глаза полные слез мамы погибшего Усена Ниязбекова Уктумеджи Мамаевой. У меня до сих пор перед глазами стоят полные слез глаза супруги, получившие ранение начальника УВД Чуйской области Самата Курманкулова, его детишек, девочек, которые стояли возле палаты и ждали, когда папа придет в себя. Я считаю, что те события, которые произошли 8 августа этого года в Койташе, сейчас разбирается Государственная комиссия. Я думаю, что правоохранительные органы, судебные органы дадут правовую оценку всем. И все участники, которые находились в тот момент, в это время в Койташе, они должны тоже дать правдивые показания. И я думаю, что все, что произошло, будет правдивая, точная правовая оценка.
Что касательно ратификации закона по Бишкек-ТЭЦ, вы опытный парламентарий, и вы знаете, что самые главные функции – это законодательная функция, законотворческая. Мы приняли, поддержали законопроект по ратификации, но вмешиваться в хозяйственную деятельность по исполнению данного закона мы не можем. Речь идет о некачественном, неэффективном использовании кредитных средств, которые были взяты. Ирина Юрьевна, если у вас отобрали телефон после ситуации в Койташе, у Уктомедже умер сын, погиб сын, его убили, его дети остались без отца. Самат Курманкулов, который в Москве, в России, еле приходит в себя. Мы все в стране заинтересованы, чтобы истинные, те, которые убили, брали в заложники или пытались убить, или те люди, которые виновны в ранах, да, 20 человек попали в тот день в больницу. Вы прекрасно сами знаете, вы сами там находились. И я не думаю, что это в рамках человечности и в рамках полномочий депутата просто вот нахрапом, да, с больной головы на здоровую, да, перекладывать ответственность. Кто бы ни был, ни бывший президент, ни бывший депутат, ни действующий депутат, они все они равны перед законом. Вы говорите о своем телефоне, вы просто задумайтесь, что вы говорите. Да, я уже вам говорила и прилюдно, и лично могу сказать, да, что вот лицемерию вашей должен быть предел просто. Лицемерие и вот этому нахрапу просто.